В узорах осетинского орнамента скрыта загадка. Орнамент мистичен и символичен. В нем память, знаки, смыслы, пришедшие из глубины веков. Но, кажется, Лиза Габарати знает отгадку. Она первый дизайнер в Осетии, который еще в 2000-х ввел осетинскую рубашку в современный модный обиход. Созданному ею бренду уже почти 20 лет, и все это время она заново открывает традицию для сегодняшнего дня. От руки к эскизу, от эскиза к цифровому образу и от идеи к готовому изделию. И уже на подходе новая коллекция – продолжение истории, в которой прошлое становится частью настоящего. Когда я еще была маленькая, в школе мои тетрадки всегда были изрисованы каблучками, и мне за это ставили двойки. Тяга к одежде и к моде, к стилю, она у меня была с детства. Плюс у меня мама шила, бабушка сотворяла всю одежду в доме, начиная от верхней одежды, заканчивая там обувью для своей семьи. И, видимо, во мне это как-то было. Моя мама их сохранила, это мои детские рисунки. Это сколько тебе лет было? Лет 7-6, может. А вот такие сумочки ты и сейчас делаешь, насколько я помню. Ну, это очень смешно, видимо, то, что я видела по телевизору тогда. Это был класс 6-7. И моя невестка хотела выбросить рубашку моего племянника. И я поняла, что там хорошая ткань. И бабушка пошла спать, и я села за эту машинку, просто вырезала, что мне нужно было. И получилась очень красивая рубашка с кружавками. Мне не нужно было обучаться чему-то, чтобы сделать что-то. Понятно, что это было не на таком профессиональном уровне, но у меня это чувство было, понимание масштаба и пропорций. Самоучки, они всегда очень по-другому смотрят на жизнь. Я шила в детстве просто на глаз, вырезала, как мне это нравилось, сшивала вручную. То есть у меня не было машинки, я эти стежки делала вручную. В итоге, когда я начала учиться уже профессионально, то оказалось, что мне переучиваться оказалось нереально сложно. Отвоевала, можно сказать, у своих родителей право поступить на дизайнера. В то время, как говорят, ерсавер дизайнер. Сами понимаете, какие-то года были, что это за... Они даже не понимали, что это такое. И на 3-м курсе я уже стала участвовать в конкурсах молодых дизайнеров. И тогда же я начала создавать какие-то штучные вещи. Основная черта этих вещей была то, что они были пронациональные, то есть в этностилистике. Закончив университет на красный диплом, уехав в Москву, поработав там в компании, я поняла, что я хочу создавать свое. Началась моя история создания коллекции с того, что наш университет создал конкурс молодых дизайнеров «Пульс моды». У меня тогда не было денег, не было студентом. Я собирала стипендии и пошила тогда коллекцию из обычной белой ткани, из простыней, можно сказать. И по ночам расписывала вручную эти ткани в орнаменты. И вот так я шила дома, без машинки, вручную шила коллекцию. Мне это просто дико нравилось. И на удивление мое, эта коллекция занимала первые места вот здесь во всех конкурсах, начиная с «Пульса моды», заканчивая «Студ весной». Я помню, когда показ был, конкурс один, и там особое внимание я уделила музыкальной дорожке, которая сопровождала манекенщиц на подиуме. К музыке мы подошли очень серьезно, мы сделали очень красивые биты, кавказский стиль, гармошка, биты, наложили еще какие-то детали. И я помню, когда пошли первые нотки музыки, клянусь вам, зал как будто бы затих. Я слышала говорят, дыхание жизни, Это неимоверная тишина и такое ощущение, что время вот так растянулось. Я до сих пор это помню, до сих пор мурашки. И таких вещей было очень много, каких-то таких чудес. Я ехала с коллекцией в трамвае, и это было очень запоминающаяся история для меня, потому что это была ситуация очень смешная. Не было денег на такси, и забавное, очень трогательное. У меня было очень странное ощущение, что мне казалось, что я когда вырасту, я буду это все вспоминать, и это будет мой путь. И ты выросла и вспоминаешь. И я помню, что мне тогда заплатили гонорар, по-моему, 1500 рублей. Для меня это было очень много. И я настолько была честная, и все деньги потратила на такси для девочек-манекенщиц.
Вот. А потом мне пришлось самой ехать в маршрутке. Это было очень забавно. У этого серого не будет на манжете принта? Нет, здесь тоже не будет. Серый и бежевый забираешь сегодня рукав, и ты мне его в понедельник приносишь, да? Нет, вот этот красивее, нежнее. А ладно, тебе который больше нравится? Рисунок, который больше нравится. Выпрями эту руку, ты спонсируешь вот этот рисунок. Мне тоже у нас одинаково. Я росла в такой семье. У нас очень всегда уважали традиции. Вот, например, я помню в моей юности и в детстве часто по телевидению показывали концерты Алана, и мы всегда их смотрели. То есть я была воспитана, где остинская культура – это величайшая ценность. Плюс мне это очень нравилось. Это было что-то новое. Еще я в тот момент посмотрела театр Арвейдан. На меня это произвело величайшее впечатление. Я считаю, она великая. В тот момент я была уверена в этом, что для меня это какая-то миссия перед нашими предками. Я не знаю почему. Может, это мое самодовольство было или самомнение на тот момент. Но я была уверена, что мне это необходимо сделать. Вот я должна это сделать. И удивительно, что мне давались откуда-то силы и ресурсы, и люди вокруг меня выстраивались такие, когда вот эта система начинала работать. Никогда человек, который пришел хоть к какому-то успеху, хотя я не считаю, что у меня какой-то там успех, который что-то смог сделать или осуществить свою мечту, я уверена, что какая-то часть этого успеха – это не его личная заслуга. Это либо ситуация так сложилась, либо Господь Бог его так привел в эту ситуацию. Но я в этом уверена, потому что, опять же, я повторюсь, вот сейчас, понимая все усилия, которые я делала, я не знаю, откуда у меня были силы, ресурсы, время, уверенность, что это необходимо делать, потому что величайшая вера во мне была, что я должна это сделать ради будущего и ради наших предков. И вот это мне давало силы. А почему выстрелила? Потому что я думаю, что малые народы всегда очень жестко относятся к своей самоидентификации. И на подсознательном уровне, когда социальная сфера, социальная культура размывает идентичность не только народа, но и человека, он невольно, подсознательно тянется к чему-то исконному. Вот когда человек долгое время находится за пределами своей родины, он все чаще вспоминает родные края. И я думаю, что в тот период активное нашествие массовой культуры, мы выросли на американских фильмах, на мультфильмах, и все, что касалось российской культуры, оно было как бы негласно не очень. На протяжении какого-то периода могу видеть какие-то детали. Например, я проезжаю, вижу где-то в журнале, где-то по телевизору какие-то детали. И вот я думаю, что очень классная штука. Вот недавно у меня была такая ситуация, куда-то меня пригласили, и я смотрю, там занавеска. И я думаю, господи, какая красивая занавеска, я хочу с ней что-то сделать. И я поняла, что можно сделать на шифоне вышивку, это будет безумно красиво. И вот так рождаются идеи. То есть у меня нет такого, что вот я сплю, и ко мне приходит идея. Это вот как стихотворение. Из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? У меня же профильное образование, я же конструктор-инженер, и я помню, что я часто сидела в научной библиотеке на Куцуева и изучала, тогда не было доступа ко всем книжкам, я и не могла себе позволить там какие-то книжки с орнаментом. Я часто читала про прикладную традиционную культуру Северной Осетии и Кавказа, и я вычитала тогда, я помню, что последний раз в Северной Осетии человек в остинской рубашке, Ирон Ходон, был замечен в 40-х, 60-х годах. Они тогда, старики, носили галифе халаф, костюм, Ирон Ходон и вот эти сапоги. И вот тогда последний раз в обиходе это изделие было. И я считаю, что наше достижение – это то, что мы снова ввели эту форму одежды в быт. Традиционную кавказскую одежду носили только либо на концертные мероприятия, либо это какие-то деятели культуры, связанные именно с концертной деятельностью. Вот благодаря нам, я говорю всем людям, которые за весь период работали со мной,
которые мне доверились, шли со мной по сей день. Это огромная команда, огромное количество людей, и благодаря всем этим людям сейчас дети ходят в этих рубашках, они смотрят на это как на какое-то очень важное событие. И я считаю, что молодое поколение, которое растет в наших рубашках, у них правильные ценности будут заложены, и они к нашей культуре относятся как к какой-то величайшей ценности. Очень люди стали относиться к этому виду одежды как не архаической одежде, а одежду, которую можно использовать в повседневной жизни. И для меня это радостное событие, потому что человек даже на подсознательном уровне, используя традиционную какую-то деталь в быту, он себя идентифицирует с каким-то родом, с какими-то предками, и это очень здорово. Если взять вот это, например, модерновая вещь, да, мы придумали, что ее можно сделать застежку прям до конца. Вот это более классический вариант, у нее пуговицы именно как было раньше. Но самая смешная модель, вот эту деталь мы придумали сами. То есть это искочевало к нам из классической мужской сорочки, мы ее использовали в астинских рубашках и вот эту кокетку. И самое смешное, что все, кто делает астинскую рубашку, повторяют это за нами. Хотя это просто такая форма дизайна. Такие дизайны – это уже новшества, которые, скажем так, для нашего времени. Люди, которые любят распашную вещь, вот здесь это представлено. Это рубашки с пуговицами ручной работы, делаются из серебра. Вот так это выглядит очень, очень красиво. Я же изучала давно традиционную культуру, начиная с университета. Плюс я видела, что бабушка шила все это, сукат, там полностью она все сама это делала. Так как у меня профильное образование, я знаю, что такое эргономика тела, гигроскопичность ткани, все необходимые параметры, которым нас обучали. Сейчас к одежде относятся, может быть, не так фундаментально, как в советский период. Нас обучали ГОСТам, составом ткани. Сейчас, в принципе, экономика другая, но я все знала, как должно быть. Как правило, концертная одежда, она была всегда из недорогих материалов, синтетических. У нее был мешковатый крой, потому что это необходимо было для движений. И, как правило, это был такой вот бесформенный, какой-нибудь из блестящей шелковой ткани синтетической изделия. Что сделали мы? Я часто летала по разным регионам России, в частности Москва, Краснодар, или попозже уже выезжала за пределы России за сырьем. Я любила всегда хорошие ткани, качественные, и качественные оборудования, на которых люди работали. Так вот, что мы сделали? Мы из осетинской танцевальной рубашки сделали носибельную мужскую сорочку, чуть-чуть изменив крой, но сохранили фундаментальные важные вещи, такие как размеры и масштабы стойки, манжетов, плетеные пуговицы, форма пришивания и крой рукавов. И добавили какие-то такие модные силуэты. Поэтому она понравилась, потому что она была носибельная. То есть ее мог человек надеть, и всем было понятно, что это не танцевальный костюм, а что это что-то необычное, которое можно носить из носибельных тканей, довольно-таки качественных. При этом это выглядело очень национально. Бренд пережил несколько этапов. Сперва это были штучные изделия в этностиле, потом это была чисто мужская линия, спортивные костюмы, мужские традиционные рубашки. Потом у меня был период стагнации, связанный с болезнью, закрытием ателье и полностью реорганизации вообще полностью структуры бизнеса. Сейчас, последние несколько лет, мы постепенно переходим уже в женскую одежду. То есть наш флагман – это астинская рубашка. 5 лет назад у нас появились аксессуары в виде шелковых платков для женщин, которые несут в себе традиционную культуру. По-астински называется «невофтет», по-русски это орнамент. Орнаментальная стилистика там полностью вся взята из звериного скифского стиля до конца 19 века, орнамента астинского чистого. Года 3 назад у нас появилась кож-галантерея. В этом году мы начали уже делать полную коллекцию женской одежды. Мне когда-то давно сказал наш педагог, профессор, он сказал очень мудрую вещь. Он сказал так: Лиза, произвести можно все что угодно, нужно уметь это продать. И это очень важно. Есть товары, которые продают сами себя. Это пища, это какие-то там айфоны, например, которые хорошо раскручены. А создать то, чего не было до этого, и убедить человека, что это хороший продукт, и его можно купить,
Это сложно, правда сложно. Единственное, что мне помогает, это то, что я это очень люблю. Мне это самой нравится. Я вот делаю что-то, и я понимаю, как это здорово. Я так часто думала, что бы сделала девушка-мастерица в начале 19 века, если бы у нее были технологии, как у меня. И я часто думаю о том, что, скорее всего, она бы что-то подобное делала. Вот я представляла, сидит девушка, которая занимается золотным шитьем, да, и вот она сидит под свечой или под керосиновой лампой, что-то вышивает и мечтает о том, а было бы здорово, если бы я смогла взять, во-первых, китайский шелк, который тогда транзитом шел через наши территории. Я уверена, что она о нем мечтала, и я думаю, что они мечтали сделать шелковые платки, потому что вот даже моя бабушка, у меня здесь были образцы, они выращивали вот это вот тутового шелкопряда, делали из этого нитки и потом плели. Ее свадебная косынка была полностью сплетена ею самой. Я вернулась из Москвы. Это сейчас очень забавно звучит. И я не знала, чего мне делать. Я устроилась в один из знаменитых ресторанов в Осетии официанткой, поработала 2 дня, поняла, что это не мое. Ну, понятное дело, что у меня не было денег ни на что. Я помню, я поучаствовала в каком-то, тогда, по-моему, для малого бизнеса выдавали какие-то там, то ли 30 тысяч было изначально, что-то такое. Я открыла ИП и приобрела 2 или 3 машинки. И начала отшивать буквально штучные вещи и сдавать их в магазин на Джанаева к своим знакомым. И вот так потихоньку продажи шли очень слабо, плохо, потому что люди этого пока не понимали. Но я не знаю, откуда у меня появлялись силы, ресурсы и люди. Первый заказ я помню, это был корпоративный заказ. Кстати, благодаря этому заказу я смогла собрать первый свой капитал, на который я открыла ателье уже в центре на Тамаева. Чтобы шить национальную одежду, я шила заказы как ателье просто. Вот человек приходит, говорит, я хочу там вот фотографию показывать, хочу такое платье. И чтобы зарабатывать на то, чтобы отшивать национальную, я делала как ателье. Потребовалось около 5 лет, чтобы люди привыкли к тому, что эту одежду можно носить, и более того, ее очень стильно носить. А на неделе моды я отвезла европейскую коллекцию. Мы отшили за 2 недели. Там было около 70 моделей, все были сложные, многослойные. Честно говоря, я думаю, что мне нужно было сделать традиционную коллекцию. Это была все-таки моя профессиональная деятельность. Но я почему-то подумала, что к кавказскому стилю москвичи пока не готовы. И я отвезла европейскую коллекцию. Она была сделана хорошо, в стиле 60-х. Такие вот пастельные цвета. Я помню, после показа к нам подошли китайские корпорации по производству тканей. Они хотели заключить с нами договор, но я, к сожалению, не смогла туда полететь там по каким-то семейным причинам. И итальянский журнал к нам обратился, сказал, что это очень красиво, они предложили нам съемку. Вот сейчас у меня, например, какое-то пастельное настроение такое. У меня вся коллекция сейчас будет какая-то пастельная такая, причем в графическом орнаменте. И я не знаю, как это работает. Все художники, если их спросить, то они скажут, это не сочетается, это некрасиво. А я вот делаю, и оказывается красиво. То есть я не понимаю, как это работает, но это что-то происходит. Исключения подтверждают правила, сказал кто? Цицерон сказал. Вот сегодня утром один гость прислал мне фотографию рубашки, которая больше 15 лет, и он сказал, она как новая. И для меня это волшебство, потому что я ему написала такую фразу, я говорю, ты знаешь, мне кажется, что эти вещи, они живые. И это правда, потому что символика, которая в них запечатлена, она реально удивительная. Те же вот эти скифские олени, это образы, которым тысячелетия, и они вплетены в нашу традиционную культуру. 12-рогий олень. Или, например, коллекция Коста «Весь мир мой храм», да, стихи. И для каждого человека, который любит нашу традиционную культуру, это несет какой-то личный характер. Я готовила 2-ю коллекцию для московского показа и расписывала ткани вручную. И, видимо, я потом поняла, что я что-то не то тронула, потому что я рисовала надгробные орнаменты, которые использовались на надгробных плитах. То есть это на сыртах были, как правило, и там была именно загробная жизнь отражена. И еще я рисовала их черным цветом. И вот несколько ночей подряд, я любила по ночам это делать, рисовать. И я помню, что я вышла на задний двор, чтобы примерить на себе изделие, посмотреть.
И это был 1 или 2 ночи, и я чувствую, что на меня кто-то смотрит. Более того, кто-то толпой идет, и какие-то звуки, ко мне идет. И я так убежала оттуда, думаю, я поняла, что я что-то не то копнула. Конечно, это немножко сказочно звучит, но в орнаментах есть некая, вот сейчас как современные люди говорят, медитативное состояние. Когда ты их рисуешь, ты уходишь в какие-то другие пространства, и часто это что-то очень сильно наполняет тебя. Пока делаем вот эту модель, да, на ней мы манжет делаем обычный, без рисунка. Так, у этого манжета будет коричневый У него будет рукав. другой рукав, да, вот с таким же оттенком. Коричневый рукав. Да, этот идет с простым. Вот цвет... Вот сюда вот эти пуговки мы делаем жемчужные. Я поняла, что самое главное в работе – это не врать себе. Когда ты чувствуешь какую-то слабость в себе, например, как руководитель, человек не может подчиняться руководителю, который не чувствует в себе силу руководителя или не чувствует в себе огонь, который может зажечь других людей. Меня научила ситуации, меня научили тому, что нельзя быть категоричной, раз. Люди управляются так, как ты ими управляешь, 2. Продукт всегда говорит больше о твоей корпоративной культуре, чем ты. И самое главное, что никогда не заставляй людей делать то, что ты сам не сможешь никогда сделать или не хочешь делать. Это все очень простые вещи. Что касается качества, я помню, бабушка мне сказала одну фразу. Изделие внутри должно выглядеть так же красиво и чисто, как и снаружи. И изначально я знала, что качество превыше всего. Качество сырья, качество оборудования, качество производства. И, честно сказать, мне было невероятно сложно с сотрудниками. Мне потребовалось очень много лет, чтобы выстроить систему и тот уровень качества, который мы даем сейчас, и я не видела лучше продукта, чем наш, именно в этой сфере. Человек, который не чувствовал ценности в качестве, он у меня не задерживался никогда. Я же говорила про то, что есть у вещи цена, а есть ценность. И вот чему я безумно благодарна и рада, то, что вот эта ценность, она выше, чем ее цена. И люди к этому относятся как к какому-то очень важному предмету, не просто как к предмету одежды, а какой-то символизм в ней есть, архаические нотки и сила какого-то духа Родины, духа предков. И это очень здорово. Мой путь назвать таким легким точно нельзя, просто, возможно, не все знают подробности, то меня жизнь немножко подформатировала под творчество, потому что я всегда делаю очень смелые вещи, смелые решения, но внутренне к каким-то вещам не была сама готова. Поэтому, как и у любого человека, у меня были всякие ситуации в жизни, и взлеты, и падения. Я знаю, что такое, когда закрывается бизнес, я знаю, что такое банкротство, я знаю, что такое, когда, как это называется сейчас модным словом, кассовый разрыв. И все это было, и это все прекрасно, потому что именно поражение становится причиной умных мыслей. Была проблема со здоровьем. Да. И расскажи об этом, и как эта болезнь, она тебя и разрушила, и пересобрала. Видимо, что-то высшие силы или высший мозг, организм, я не знаю, подсознание как-то так сработало, что когда человек что-то не то делает или не туда идет, или идет вразрез с собственным внутренним ощущением или занимается самообманом в каких-то вещах, живет в неправде с собой, тогда внешне, наверное, это кажется, что вот обнулился человек и заново начал, но это получилось действительно так, что руины – путь к преображению, это правда. Это так интересно, когда единственное, что у тебя остается, это твои знания и опыт, и вера, что ты можешь пройти через эту пропасть и не потеряв что-то, а приобрести. Там болезнь у меня обнаружилась в конце 2019 года. А в 2020 году у меня, кстати, здесь тогда было ателье, я его закрыла по личным причинам. Уехала в Москву в больницу. И я помню этот день прилета обратно сюда
после того, как мне поставили уже диагноз и дали процедуру лечения, протокол. Вот. И я помню этот день, я прилетаю сюда, ставлю чемодан и понимаю, что у меня ушла огромная ответственность и груз с моих плеч. Это удивительно звучит, но это правда. Я почувствовала такую свободу, когда я всю жизнь росла с ощущением, что на мне люди, ответственность, на мне коллектив, у меня там цех, его надо содержать. Я первый раз в жизни почувствовала, что я свободна, я никому ничего не должна, в плане обязательств. И это было нечто новое тогда в моем осознанном возрасте. Я помню, я заварила себе чашку кофе, сидела и понимала, что я вкус этого кофе как будто первый раз чувствую. Свои какие-то ограничения проработала, то есть свои страхи. На тот момент со мной уже произошли те вещи, которые меня пугали почти всю мою жизнь, от которых я бежала как от огня. Оказалось, что в них очень много ресурса. Когда ты уже понимаешь, на что ты способен и как ты можешь на это реагировать, ты понимаешь сам себя. Ты перестаешь играть в иллюзии собственного «я». Сегодня я читала статью про создателя IKEA, и он создал свод законов для своих сотрудников, как нужно правильно работать, чтобы не выгорать, потому что человек в состоянии выгорания создает плохой продукт. И я вот поняла, что когда я приехала, казалось бы, из очень плохой ситуации, у меня все плохо, у меня нету бизнеса, нету денег, ничего нету, и казалось бы, мне должно было быть плохо, я была в депрессии, но на самом деле мне было хорошо. Я почувствовала наконец-таки состояние свободы и поняла, что из состояния свободы творчество, его не надо вымаливать или выжимать, вымучивать. Оно льется само. И, наверное, это явилось пониманием того, что как Феникс все возрождается заново, и как Ингрид Бергман, по-моему, сказала, руины – путь к преображению. Секрет мастерства от Лизы Габарати. Делай то, что тебе самому нужно. Раз. Делай это настолько лучше, насколько ты это можешь. И сделай это так, чтобы на рынке не было лучшего качества, чем ты даешь. Это необходимость. Сейчас такое время, чтобы стоять на месте, надо бежать в экономическом плане. И человек очень избирательный, потому что рынок перенасыщен товарной линейкой. Люди очень хорошо разбираются в качестве, особенно у нас в Осетии. Осетины всегда любили красиво и со вкусом одеться, потому что у нашего народа безусловный вкус, он врожденный. А качество цвета, например, я слышала одного заграничного художника, он сказал очень интересную фразу. У кавказских людей, в частности у осетин, очень интересное восприятие цвета. Такое восприятие нету ни у кого из других населенных пунктов вне России. И я думаю, это связано с тем, что наш народ всегда был очень сдержанным. Есть по-астински выражение «барс мера». Я помню, с детства меня бабушка всегда учила: всему надо знать меру. И этот национальный костюм, он отточен столетиями. Там нету лишних деталей, там нету лишнего кроя. Там настолько все необходимо выверено было, что это чувство меры, оно в людях на генетическом уровне. И они всегда чувствуют, где красиво, где нет. Моя племянница, я помню, когда она маленькая была, она ползала по моим эскизам, и она всегда подползала к тем эскизам, которые я считала лучше. Это удивительно. И я поняла, что это в ребенка есть чувство вкуса, так же, как и у всех людей, особенно в Осетии. У нас это особое чувство. Невозможно в Осетии создать посредственный продукт и надеяться, что он выстрелит. Если ты внутри уверен, что из любого краха ты выйдешь живым, невредимым, и все будет хорошо, это будет правда. Я думаю, сила это шутка Бога, и Господь дал человеку самое главное – волю, свободу выбора. Это потрясающе, но это правда. Человек волен выбирать собственное состояние, и состояние уже формирует абсолютно все вокруг. Однажды моя любимая подруга
мне сказала фразу: «Жизнь всегда дает, даже когда она у тебя отнимает». Это правда. Я поняла, что все, что в жизни происходит с человеком, это только для того, чтобы он увидел собственную силу и опирался на собственную мощь какую-то. Она есть в каждом человеке, и она неимоверно большая, потому что его сила – это сила Всевышнего в нем. И после всех этих историй, конечно, какие-то вещи в моей жизни происходили, которые хочется, чтобы их не было. Какие-то были, которые хочется, чтобы их было больше. Но это все мой опыт, и я все это люблю. Если взять словарь и посмотреть, что означает успех, там же много значений, особенно в нашем мире, это у каждого человека свое понятие. А я вот поняла за последние годы, что успех – это когда ты что-то созидаешь, и когда ты это в мир отдаешь, тебе хорошо не потому, что тебе за это платят, хотя это тоже хорошо, а потому что ты кайфуешь с этого. Ты получаешь некую отдачу, вот эту эмоцию. И для меня было удивительно, когда очень многие комментарии я читаю, они воспринимают бренд как что-то национальное, то есть вне меня. То есть Лиза Габараева может делать что угодно, говорить что угодно, а это бренд национальный. Это для меня особое счастье.